Салям алейкум, вас приветствует программа Canli Studio. В сегодняшней программе продолжение концерта УСЕИНа Бекирова, в котором он собрал лучших джазовых музыкантов и камерный оркестр «Киевские солисты». Усинага, прошел ваш концерт, прошел довольно-таки успешно. Мне очень понравилось. Он проходил 2 февраля в Caribbean Club. Как восприняла публика ваш концерт? Какие у вас впечатления? Публика восприняла хорошо. Вызывали на бис? Вызывали на бис. Первые 2 пьесы сначала так прислушивались, а потом оно как-то я смотрю, понравилось. Вообще-то на публику надо смотреть в общем, потому что какие-то там нюансы, неудачи или там что-то, какие-то мелочи, кто-то там не там вступил или еще что-то, это на самом деле все мелочи, это все исправляется.
Вы родились в музыкальной семье, ваш отец известный исполнитель джазовый Реза Бекиров. Как впитывали любовь к музыке? От отца или, может быть, кто-то другой привил любовь? Не, ну музыку как бы я полюбил, естественно, благодаря папе. Он мне с детства учил, давал слушать. Я так скажу, он меня воспитывал на правильной музыке. Да. Ну, в определенный момент, уже когда был студентом музучилища, я познакомился с Геной Ситуряном. Это великолепнейший был музыкант, аранжировщик. Жалко, что его не стало. Он очень много интересного мне тоже рассказывал, мы с ним сочинили, и у нас были даже такие маленькие концерты, это мы сами себе играли. Я ему тоже за это очень благодарен, он тоже для меня много открыл в этой музыке. Ну, естественно, и, как бы сказать, и свои усилия, и учеба, и консерватория. Ну, чтобы играть такую музыку, я пришел к такому выводу, что надо знать очень много разной музыки, чтобы джазовая музыка, она очень разная, ее сейчас, интерпретация ее очень в мире абсолютно разносторонняя. Даже вот как бы наша музыка в последнее время уже тоже приобретает какой-то свой стилистический, наверное, такой там момент, ракурс. Ну, в дальнейшем я думаю, что у нас тоже появится еще больше джазовых музыкантов, которые будут достойны это играть.
Мы можем уже утверждать, что существует такое понятие, как крымско-татарский джаз? Мне тяжело сказать, потому что это у нас есть две пластинки еще при Союзе, которые были записаны. Это САТО ансамбль, вот это первый фольклорный ансамбль татарский, джазовый. Ну, джазовый, которые наши пьесы, и не только там сделали джазовые обработки. Но это на меня тоже повлияло, потому что мой отец на нем играл, и Наркет Рамазанов, и Навер Измайлов, там, Леонид Атабеков. И это люди, которые первые дали такой вот, как бы, может быть, виток вот в этом направлении. У нас как бы такого как бы понятия, как татарский джаз, мне еще тяжело сказать, потому что есть как бы джазовая музыка, и все прекрасно понимают, откуда она пришла к нам тоже. Да. Хоть эта музыка и есть народная на самом-то деле изначально. Но что она переросла, уже все слышат и знают. То есть, тяжело сказать, вот я как бы надеюсь, что это понятие у нас будет. Да, и наши там
музыканты. Я знаю, вот из молодых это Расим Рамазанов, пианист, великолепный композитор или пианист, Руслан Булатов. Ну, я думаю, что в дальнейшем у нас их будет больше, и музыка будет наша развиваться дальше. Да, если все будут так, как и вы, популяризировать Ну, дело крымско-татарскую даже, музыку. как бы, понимаешь, Алия, там я как бы не занимаюсь там такое, прям популяризирую. Я просто татарин крымский, и это фольклор, который мне очень близок. Это же мой фольклор. А я просто как бы выбрал себе такую тенденцию, что я могу играть тоже другую музыку. Я могу играть фьюжн, не фанк, другую, абсолютно другую музыку. Я ее играю на самом деле. Но просто вот именно вот в такую стилистику, она просто необычная и интересная. Поэтому я именно вот определенный момент решил для себя, что я вот именно буду заниматься вот в таком направлении. Естественно, это тяжело. Это можно было поехать, вот я поеду там в Варшаву, у меня концерт будет. Тоже надо ехать, ну, как бы с профессионалами, с хорошими музыкантами, чтобы это польские джазмены, они считаются тоже одни из лучших в мире, поэтому там удивить их чем-то тоже не так, ну, это... Сейчас можно в технике уже никого не удивить, сейчас только можно удивить кого-то музыкой. Вот.
Спасибо.